Добрый день, уважаемые наши студенты. Если честно, то мы очень сильно по вам соскучились. Ждем, когда вы начнете выходить на учебу. Ну и сразу давайте начнем нашу, так скажем, пресс-конференцию. Меня зовут Костарев Александр Юрьевич. Я являюсь директором Института физической культуры и здоровья человека. Вместе со мной на сегодняшнем мероприятии будут присутствовать, участвовать в разговоре, отвечать на вопросы. Это заместитель директора института Радмила Рифовна Исмагилова, можно помахать рукой, и Кристина Валерьевна Иксанова. Она заместитель декана заместитель директора института по воспитательной работе. Сегодня мы с вами проведем ликбез, ответим на все ваши вопросы, которые вас интересуют, рассмотрим вопросы заселения, рассмотрим вопросы учебы, ну и всего того, что вас будет очень сильно волновать и интересовать. Ну, давайте, наверное, начнем с самого главного, самого интересного. Это люди, которые приезжают и начинают заселяться в общежитие. Всю процедуру, график расскажет Кристина Валерьевна. Кристина Валерьевна, вам слово. Так, процедура уже начинается с сегодняшнего числа у нас, с 4.02.2021 года, с 8:30 утра до 17:00 в общежитии номер 5. Сегодня заселяются студенты второго курса у нас и магистры первого курса. При себе необходимо обязательно иметь студентам договор найма жилого помещения, паспорт, результат флюорографии, фото 3×4, 4 штучки, ордер для студентов второго курса и заявление на койко-место для студентов второго курса. Сейчас уже ситуация наблюдается, студенты подходят потихонечку и заселяются, насколько я знаю, потому что обращения идут, и они звонят и спрашивают. Стоимость проживания в общежитии составляет номер общежития номер 5 1392 рубля в месяц. В принципе, они уже очень активно заселяются сейчас, точно знаю. Связь держим со студентами, с каждым практически отписываются, заселились или нет. В принципе, по заселению все. Тогда ждем от вас вопросов. Вы пишите в чате, что вас интересует, что непонятно, и мы будем отвечать. Давайте перейдем теперь к учебному блоку. Что с учебой, Радмила Рифовна вам сейчас расскажет. Здравствуйте, уважаемые студенты, родители. Я хотела бы уточниться с вами по расписанию. Значит, расписание у нас на сайте уже вывешено, и мы вам уже скидывали в группу. Есть небольшие изменения по аудиториям. То есть они еще будут до конца недели. Мы будем исправлять немножко расписание для того, чтобы было для вас комфортно и удобно, чтобы вы по возможности не передвигались из корпуса в корпус, а находились в одном корпусе. У вас на занятиях необходимо, чтобы было мы будем с вами заниматься также в 11 корпусе учебном на Софьи Перовской 40. Соответственно, мы не забываем, вспоминаем, что нам необходимо брать сменную обувь или же бахилы, которые там выдаются, да, чтобы мы не забывали. И обязательно это маски. Следующий у нас момент по учебе. Если есть студенты, которые сейчас на данный момент болеют, заболели или что-то вроде у вас простуды, может быть, это не ковид, а простудное заболевание, убедительная просьба: на учебу вы не приезжаете. Давайте договоримся так. Все преподаватели выкладывают задания в дистанционном формате, чтобы вам было удобно. Вы можете выполнять задания там. Это только задание для тех, кто сейчас на данный момент находится на больничном и болеют, для того, чтобы вы не пропускали учебу и соответственно, вовремя, своевременно закрывали экзамены и зачеты. Поэтому убедительная просьба родителей: если вдруг вы не обратились в поликлинику, но вы знаете, что ваш ребенок заболел, от вас нужна будет расписочка, или просто бумажка о том, что действительно мой сын или дочь болеют. Номера телефона вы наши все прекрасно знаете. Деканат номер тоже есть. Мы все время в группе староста это все обновляем и пишем вам. Соответственно, очень прошу вас отзываться сразу, если у вас ребенок болеет, дать информацию в деканат, для того, чтобы мы себе сделали пометку и преподавателей поставили в известность. Расписание уже зачитывать, наверное, не буду, потому что все мы уже выложили и в группу, и на сайт потихоньку выкладываем. До конца этой недели будут изменения, еще раз повторюсь. И думаю, мы с вами приступим к практическим занятиям. Я думаю, вы по нам так же соскучились, как и мы по вам. Все, спасибо.
Хочется также немножко добавить по поводу масок. Маски все получены, за масочный режим, как говорится, отвечаю, получается, я. Маски, соответственно, будем раздавать старостам. Староста под роспись уже соберет и раздаст каждому студенту. В принципе, связь со старостами мы держим и будем держать. Соответственно, если насчет масок будет вопрос, обращаться ко мне уже. Конкретно по маскам уже. Маски получены, в наличии все есть, на всех студентов. Всем хватит, не переживайте. Дальше хочу заметить, что сейчас у нас выходит второй курс бакалавры и первый курс магистратура. Вот. А с 15 февраля уже выходит и первый, и второй курс, и выпускные курсы. У нас остаются на дистанционном обучении только третий курс бакалавры, если это однопрофильники, и третий, четвертый курс, если это двухпрофильники. Вот эти у нас, вот этот контингент у нас вообще не выходит на очный режим. Все остальные выходят. Какие правила и требования необходимо соблюдать при выходе на занятия? Первое. Как уже сказали, что с температурой нельзя проходить в корпус. Если вас заметят, в корпусе будет установлен режим температурный и будут замерять у всех в обязательном порядке температуру. Если будет температура больше 37 градусов, вас записывают. И тут же не будут пускать в корпус. Не надо ни ругаться, ни кричать. Поэтому ваша фамилия сразу же поступит в наш отдел, который занимается антиковидными, занимается именно заболевшими. Поэтому, если вы чувствуете недомогание, вам плохо стало, то обязательно дома держите, наверное, градусники, сами посмотрите, измерьте и видите, что у вас больше 37 градусов, то не надо светиться. Оставайтесь дома, мы прекрасно понимаем эту ситуацию. И, естественно, не надо, чтобы вы больными приходили и сами или еще других заражали. Ни в коем случае. Сейчас это очень серьезно отслеживается и следят за этим. Плюс всем обязательно нужно иметь пропуска. То есть пропускной режим будет очень строгий. И если вы придете без пропуска, вас не пустят ни в один корпус. Плюс у нас будет, конечно, пропускной режим не совсем правильный пока в 11 корпусе, потому что скуда не закупили. Поэтому дело будет обстоять следующим образом. Вы получаете справку с деканата о том, что кто вы, какого курса, студент, фамилия, имя, отчество. Приходя в 11 корпус, вы на вахте показываете эту справку. И только по этой справке вас будут пропускать на занятия. Я еще раз повторяю, что там в 11 корпусе скудов нет, поэтому было принято решение с директором НИЭСО Каримовым, то, что студенты будут проходить именно так. Потом на вахте должно висеть расписание, и на вахте должны висеть, естественно, телефоны старост этих групп, чтобы вахтер мог спокойно позвонить старости и предупредить, что и как. Туда проходите, там, естественно, только ходите по своему корпусу, никуда не спускаетесь, ни вправо, ни влево. Потому что очень сейчас строгий режим. Находитесь в 4 корпусе, находитесь в 11 корпусе на 4 этаже, где у нас имеются 3 аудитории. Занятия будут проводиться согласно расписанию, но еще раз повторю, что режим допуска будет очень строгий, очень серьезный. В масках обязательно ходить. То есть, если в школах вы слышали, знаете, что школьники ходят без масок, то у нас этот режим не распространяется. Все студенты и преподаватели должны находиться в масках. Поэтому Роспотребнадзор будет приходить, смотреть, все проверяться будет. Не хочется, чтобы студенты нашего института попадались на таких вещах. Так, ну что я еще хотел сказать, чтобы не объединялись, группами нигде не ходили, потому что это тоже сейчас считается негативным явлением, чтобы не было толкучки, так скажем. Вот. Хочется также добавить, после того, как вы прошли через пропускную систему, у нас работает для студентов гардероб. Соответственно, верхнюю одежду мы что делаем? Мы снимаем полностью. Не надо, даже если вам задать вопрос необходимо на кафедре или что-либо дать, забрать, только просить, подойти, отдать. В любом случае, только без верхней одежды проходим в институт.
за порог, когда наступаете, чтобы верхней одежды у вас вообще не было. Поэтому гардероб работает. В 11 корпусе тоже, соответственно, гардероб работать будет. И во втором, и во всех корпусах. Поэтому без верхней одежды, пожалуйста, уважаемые студенты, не входите. Ну, наверное, еще нужно будет напомнить по поводу оплаты за обучение. По поводу общежития по оплате сказали. Теперь нам необходимо еще с вами напомнить оплату за учебу. За учебу нам нужно будет, уважаемые студенты, давайте договоримся так. У вас уже у многих договора, двусторонние договора, которые, ну, как бы при заключении, при поступлении, это коммерческих студентов касается. Мы с вами это уже обговаривали много-много раз. Еще раз напоминаю, у вас в договорах указано, что мы должны производить оплату 2 раза, получается, в год. Это получается с начала учебного года, это август месяц. И сейчас у нас январь, до 1 февраля мы должны были уже с вами внести оплату. И если вдруг у вас оплата не полная, а частичная, соответственно, у вас есть промежутки времени еще дополнять. То есть мы вас обзваниваем и сообщаем вам, что у вас есть задолженность. И если вдруг по каким-то причинам у вас, ну, сейчас у многих тяжелое как бы положение, да, мы это все понимаем, поэтому мы вам говорили, повторяем еще разочек, что необходимо писать заявление на отсрочку, но отсрочка вам дается, соответственно, в течение месяца. Значит, в течение месяца, если вы можете пополнять счет, ну, ложить деньги, там, 1000 рублей, 500 рублей, соответственно, это нужно производить и просто нам скидывать чек. У нас очень активно Кристина Валерьевна всех обзванивает и обговаривает. Мы отмечаем вас. Если по каким-то причинам материнский капитал еще не поступил, уважаемые студенты, нужно будет звонить, обращаться в бухгалтерию, потому что мы просто ведем список, который нам дают. Мы видим только то, что у вас есть задолженность, а полную информацию поступления денежных средств видит уже бухгалтерия. Поэтому у вас просим чеки об оплате. Если вдруг какие-то вопросы у вас возникают, пожалуйста, звоните в бухгалтерию, уточняйте с ними. Также на сайте есть и электронная почта, и номер телефона. Соответственно, также вы можете, пользуясь телефонами, заходить на сайт и искать номера телефона, просто набрать бухгалтерия по оплате за обучение. У вас сразу в поисковике это выходит, и фамилия, имя, отчество данного специалиста, который вас будет курировать. В деканат, когда вы звоните, мы также отвечаем вам, пожалуйста, не забываем производить оплату за учебу. Реквизиты изменились, хочу напомнить, поэтому, если вы обратили внимание, на сайте lmsbspu.ru они вывешены, и есть информация о том, что изменены реквизиты. Обратите на это внимание, пожалуйста, уважаемые студенты, и сообщите своим родителям. Реквизиты есть на сайте официально, сведения об образовательной организации, есть на lmsbspu.ru, и также согласованно сработаны со старостами, старосты все в курсе, все реквизиты были скинуты для студентов. Обратите, пожалуйста, внимание. Так, ну еще информация по спортивной деятельности. Студенты вот выходят постепенно, да, и с 15 февраля у нас уже достаточно много студентов должно выйти. Секции начнут работать с 1 марта. Но для того, чтобы секции начали работать, мы сейчас обсуждаем, какие секции будут задействованы, кто выходит, какие студенты, где будут, какие преподаватели будут работать. Хочу сказать, что не все секции будут работать, поэтому необходим будет список, подать в спортивный клуб, кто каким видом спорта занимается и кто хочет ходить на какие секции. Эту информацию мы тоже будем ждать, формулировать. Еще раз напомню, что спортивный директор Арслана у нас теперь Лутыев Рамиль занимается этими самыми списками. Или своему тренеру сообщите, что вы готовы приступить к спортивным занятиям, чтобы мы точно знали, сколько студентов у нас будет ходить в ту или иную секцию. Ну и по видам спорта у нас несколько изменений. Некоторые соревнования не будут проводиться в спартакиаде, а некоторые будут. То есть останется где-то 18-17 видов, которые будут проведены. Но в частности скажу, что, допустим, гандбол у нас отменился из-за отсутствия соревнований. Аэробика у нас отменилась из-за отсутствия количества команд. Ну, такие, может быть, не совсем хорошие, но, тем не менее, сведения. Небольшой по скриптам, небольшую рекламу сделаю сейчас. Если есть студенты, кто занимался гонками,
что 28 числа февраля уже начинается универсиада по лыжным гонкам. Поэтому обратитесь, пожалуйста, к специалисту по спортивной деятельности у нас, к Рамилю Лутыеву как раз. Пожалуйста, обратитесь, не хватает девушек конкретно. Юноши, насколько я знаю, у нас есть, а девушек вот маловато. Поэтому обратитесь, пожалуйста. Особенно это первокурсники, наверное, еще не знают больно, не вникли в эту работу. Пожалуйста, приглашаем всех, кто занимался либо или хорошо владеет, как говорится, лыжами, или стоит. Напоминаю, что вы должны, если у вас какие-то вопросы вас интересуют, то можете писать. Мы в чате будем отвечать на данные вопросы. Пока я вижу, вопросов никаких не поступает. Значит, студентам все понятно. Ну, это в связи с чем сразу могу аргументированно объяснить. Мы недавно уже провели всеми курсами студентов с родительские собрания. С 1 по 3 курс у нас согласовано было, все организовано было. Мы в течение полутора часа практически со студентами общались там. И я думаю, поэтому вопросов нету. Мы провели родительское собрание. И да, все вопросы и для родителей, и для студентов по оплате, по учебе, по заселению, по общежитию ответили. Так, что-то я хотела еще сказать. Хочу также студентам напомнить про то, что на социальные стипендии документы принимаются до 13 числа каждого месяца. И те, кто до этого подавали дистанционно документы, получается, электронно подавали, пожалуйста, хочу напомнить студентам, донесите оригиналы ваших заявлений и справок нам в деканат. Или напишите мне, или как-то организованно вы все принесете. Мне нужны оригиналы ваших справок. Не забываем, до 13 числа каждого месяца вы можете подавать на государственную социальную стипендию и на повышенную государственную социальную стипендию. Также хочется еще раз проговорить, как у нас делится семестр. Первый семестр у нас начинается с 1 августа по 31 января. Второй семестр с 1 февраля по 31 июля. Не забываем, все сместилось. Не 31 декабря, это конец семестра. Соответственно, сейчас произошло назначение государственной академической стипендии. Вам в феврале месяце придет стипендия уже по результатам сессии. Вы, пожалуйста, как вам стипендия придет, имейте в виду, посмотрите, дошла ли до вас соответствующая, несоответствующая. Вдруг вы там что-то не закрыли, закрыли. Поэтому внимательно каждый сам отнеситесь к этому и следите за этим. Студентов очень много, к сожалению, и за каждым следить не получится. Вот столько. У нас вот у студентов нет вопросов, а у нас очень много-много информации для вас, уважаемые студенты. Сейчас буду немножко строга и буду ругать. Учебный процесс у нас уже начался, новый семестр, а задолженности мы до сих пор очень медленно ликвидируем. Убедительная просьба, 4-й курс, я понимаю, у вас сейчас практика. Вы на практике не задействованы с утра и до вечера, поэтому убедительная просьба: вечером выполняем вход в СДО и заходим в СДО и выполняем задания. И если вдруг есть те дисциплины, которые уже преподаватели закрыли, значит, свои дисциплины, вам необходимо написать нам, напомнить или же связаться через старосту, потому что со старостой мы с вами будем уже давать номера телефонов преподавателей, и чтобы староста была в курсе, потому что через старосту обычно преподаватели работают через старост. Старостам дают информацию, что вот такого-то числа откроют, например, тест или задание откроется, для того, чтобы студенты могли выполнить задание. Если по каким-то причинам вдруг что-то получилось так, что преподаватель вам не отвечает, значит, вы уже можете звонить мне, вы все номера телефонов наши знаете, можете звонить в любое время в рабочее. Писать также в СДО можете писать, пожалуйста, для того, чтобы было целесообразно, чтобы видеть, что вы действительно пишете, вы выкладываете задание, делайте мне скрин для того, чтобы я видела, какого числа вы выложили задание и какое ограничение, я буду видеть уже, какое ограничение у преподавателя было на тот период. Все мы хитренькие, а то у нас студенты очень хитрые, поэтому убедительная просьба: отнестись с пониманием и как можно быстрее уже ликвидировать задолженности. Не хотела бы, чтобы мы сейчас 5-й курс вас отчисляли, очень много задолженностей. Очень много на 5-м курсе. Вы сейчас выходите уже не дистанционно, а уже здесь онлайн. Значит, не онлайн, уже будем с вами учиться в очном режиме. Соответственно, вам необходимо будет уже
связываться, готовиться к дипломной работе, выбрать уже темы необходимые быстрее. Со старостами нужно будет связаться, с руководителями и уже начинать работать над дипломной работой. У 4-го курса практика, своевременно сдать свою практику. Все те, кто спортсмен, у нас есть великие спортсмены, многоуважаемые спортсмены, мы вас любим. Убедительная просьба, если у вас есть документы, подтверждающие, что сейчас вы находитесь на соревнованиях, на выезде, нам необходимы ваши документы. Все прекрасно знаете, как это все оформляется, как это все делается, как высылается. Те, кто даже на дистанционке сейчас находятся, но вы участвуете в спортивных соревнованиях. Поэтому убедительная просьба весь пакет документов отправлять и ставить в известность преподавателя. Если есть какие-то проблемы, мы давали вам информацию, что некоторое время на выходных, у нас сайт не работал, многие студенты забили тревогу, что хотели бы в выходные заполнить все свои задания. Поэтому убедительная просьба. Сейчас сайт работает, своевременно выполняем задания. По возможности побыстрее, потому что дополнительная сессия уже подошла практически к концу. Все, спасибо. Вся информация через старт. Что касаемо учебы, что касаемо оплаты, все идет у нас через старт. Поэтому внимательно читайте информацию, что пишут старосты, что пересылают, что говорят они, голосовые, не голосовые. У каждого есть своя староста, ответственный студент. Поэтому вся информация, еще раз напоминаю, передается через старост. Также хочу напомнить, что первый курс у вас есть педагог дополнительного образования Марина Владимировна Бобкина. Можете обращаться к ней. Она постарается урегулировать ваш вопрос. И еще электронное портфолио. Те, кто подали документы на ПГАС, на какие-то виды стипендий, электронное портфолио, обязательно обновляйте все свои грамоты, все свои достижения. Для того, чтобы преподаватели, у нас есть куратор, за каждой группой закреплен модератор, и где он проверяет все ваши грамоты, все ваши достижения спорта, учеба, наука. Поэтому длительная просьба. Если по науке у вас есть вопросы, нам надо уже писать статьи. Соответственно, уважаемые студенты, мы начинаем писать, работать. Есть онлайн, то есть обучение там. Поэтому мы везде должны участвовать и везде принимать это участие. Те, кто на дистанционке у нас, значит, пока сидят, это 3-й курсы, 4-е курсы. Прошу не теряться. Мы думаем, надеемся, что вы тоже скоро, в скорейшем времени выйдете. Мы с вами все вместе начнем уже работать друг с другом. Мы по вам очень соскучились, уважаемые студенты. Булат пропустил много. Информацию мы в старосты тоже выкладываем. Давайте-ка вопросы, если у вас есть какие-то вопросы касаемо учебы, касаемо каких-то стипендий, по переводу на бюджет мы с вами ждем до 1 марта. У нас будет уже виден результат, кого мы перевели. Пока дополнительная сессия еще не закончилась, соответственно. Пока, к счастью или к сожалению, мы пока никого не отчислили. Но, думаю, не за горами, если у нас такое будет малое продвижение. Поэтому прошу вас отнестись с пониманием и быстрее заниматься, учиться и учиться. И еще выпускники готовятся, у нас, значит, 5-е курсы, готовятся, у нас обязательно будет скоро с вами собрание, совещание по поводу трудоустройства. Нам это необходимо. Те, кто уже планирует куда-то идти на работу, значит, мы вам будем предлагать вакансии, которые у нас и есть. Сведения мне тоже нужны будут. И это касается и магистров. Так, ждем вопросов. Ну да, и также наши студенты сейчас находятся в процедуре заселения. Активнее. Наверное, поэтому они не задают. 5-й курс. Основная масса. Выпускные курсы, да, должны задавать вопросы. И все. Вопрос один только поступил. Я много пропустил от Булата Байгильдина, но это вопрос не актуальный. То, что пропустил, наверное, друзья тебе расскажут. В принципе, мы все рассказали по второму кругу, уж не будем, наверное, информацию подавать. Давайте в течение 2-3 минут ждем ваши вопросы, и если вопросов никаких нет, мы завершаем нашу пресс-конференцию.
Я не могу добавить просто беседу, у меня уже представление сделано. Поступил вопрос, студент 5-го курса, если у меня есть желающие оформить свободный график. Радмила Арифовна, ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Для того, чтобы оформить свободный график, мы приходим в деканат. Есть такие студенты, давайте договоримся так. 5-й курс вы выходите у нас 15 числа. Если мы работаем, хотите оформить свободный график, нужно принести документы. Это необходимо будет сделать не онлайн, а уже подать документы именно прийти, потому что нам нужно будет решить по практикам и решить с учебой. У вас остается полгода. Это хорошо, что мы работаем по специальности, это приветствуется. Соответственно, мы уже с вами взрослые люди и умеем правильно общаться с преподавательским составом. У нас преподаватели в основном все с пониманием относятся к нашей специфике, и если мы работаем по специальности, то это приветствуется. Поэтому в любом случае с пакетом документов необходимо прийти в деканат. Это ориентир на 15 число. Радмила Арифовна, пожалуйста, скажите еще письмо, как правильно оформляется, где оформляется, а то разнобой они будут сейчас носить. Письмо оформляется в свободной форме, то есть идет от работодателя, то есть нам необходимо для того, чтобы, если студент у нас будет работать по специальности, составить двухсторонний договор. Если есть двухсторонний договор после окончания вуза, что студент обязуется работать, и ему предоставляется рабочее место, это будет лучше. Вопрос. Какого числа будет заселение 5-го курса в общежитие? 5-й курс у нас заселяется 12.02.21 года с 8:30 до 17:00. Напоминаю, не проспите этот момент, ребят. Выпускные курсы Института физической культуры, заселяйтесь в общежитие номер 5. Не забываем в маске обязательно с собой и с документами. Еще вопросы? Ребят, давайте вопросы. В основном тут выпускные курсы у нас активничают пока. Выпускные курсы. Если те, кто трудоустроены, у вас уже есть справки с места работы, можете привозить их сейчас уже. И еще раз про электронное портфолио. Пожалуйста, обновляйте информацию. И желательно практика прошла, и сразу, как только мы поставили оценку, все печати все проставлены, сразу выгружаем все на сайт в портфолио. Практика 5-й курс сейчас, который будет проходить, все будем в городских школах проходить. Вот этот вопрос, я думаю, что, скорее всего, если те, кто уже трудоустроены и работают в школах, то, скорее всего, вы можете пойти, но нужен договор. Если же договора нет, то вам придется идти на практику согласно тем договорам, с которыми школами у нас заключены. Если сейчас есть люди, которые работают в школах, то убедительная просьба, значит, привести двусторонний договор о заключении со школой. Для этого необходимо связаться. У нас руководитель практики Емелева Татьяна Федоровна, она всегда на связи. Вы можете также СДО написать, она каждый день заходит, проверяет все задания, то есть она уже готовится к вашей практике. И старосты, если у вас есть такие вот вопросы, будут, поэтому, пожалуйста, сразу с Татьяной Федоровной Емелевой. Есть возможность пройти ее в своей школе, но для этого нужно подтверждение. Еще раз повторюсь, связаться с Емелевой Татьяной Федоровной. Да, а по БЖД там, по профилю БЖД, Голубков Сергей Алексеевич курирует практику. У нас с этим нормально, в принципе, все. Преподаватели все в курсе, все знают наизусть, кто где будет проходить. Приказ, представление, все вовремя делается. Поэтому обратитесь, на самом деле, к преподавателям. Пожалуйста. Что, на этом тогда, я думаю,
вопросы, какие поступали, мы ответили. На этом тогда мы завершаем нашу конференцию в виде лекции БГПУ.